История приводит множество примеров того, что ни один крупный военный конфликт не обходится без изменения геополитической ситуации. Исключением не стала и русско-турецкая война 1768-1774 годов, завершившаяся подписанием знаменитого Кучук-Кайнарджийского мирного договора. Один из главных пунктов договора провозглашал независимость Крымского ханства от Османской империи. Сразу следует пояснить, что в условиях второй половины XVIII века так называемая зависимость ханства от соседней Османской порты была номинальная, и ее не следует воспринимать буквально. Несмотря на то, что к описываемому времени Крымское ханство несколько утратило свою былую мощь и, возможно, частая смена крымских властителей позволила соседней Османской империи усилить свое влияние на внутренние и внешние дела ханства, тем не менее государство Гираев всегда оставалось независимой державой. И все же именно это влияние поздние авторы ошибочно назвали как зависимость. Итак, Кучук-Кайнарджийский мир. Что же ему предшествовало, как он готовился и заключался? Инициатором военных действий стала Российская империя, для которой завоевание Крымского ханства являлось стратегической задачей в этой войне. Один из первых, кто предложил идею покорения ханства и присоединения его земель к России, был канцлер граф Михаил Воронцов. В 1762 году он преподнес императрице Екатерине II проект под названием «Записки о Малой Татарии». Это был тот самый проект, который, по утверждению многих историков, стал основой идеи о покорении Крымского ханства. Конечно же, мысль о покорении крымско-татарского государства была не нова, но именно в данном проекте граф подробнейшим образом расписал поэтапно план завоевания и покорения столь важных для российского государства земель. Для приличия он упоминает старые обиды, которые Россия претерпела от крымских татар, и только потом он плавно переходит к актуальности захвата крымско-татарского полуострова и всех материковых владений ханства. «Россия, — пишет он, — потому главнейше стараться должна, чтобы от всех вышеупомянутых неудобств избавиться и привести себя в том краю в совершенную безопасность. Полуостров Крым месторасположением своим столь важен, что действительно может почитаться ключом российских владений». Далее граф пишет, что если ханство не будет покорено, то оно всегда будет угрозой для России. Но если последнее сумеет его покорить, то надежно и прочно утвердится на Азовском и Черном море. Другими словами, он советовал Екатерине в ближайшее время поставить перед собой цель – любыми путями присоединить Крымское ханство, а при удачном исходе дела рекомендовал выстроить российский военный флот и тем самым осуществить вожделенную мечту Петра I. Кроме этого, важность присоединения, по мнению Воронцова, заключалась не только в приобретении новых земель и подданных, но и в введении международной торговли и развитии коммерции среди российского купечества, что принесет немалые доходы в государственную казну. Тут несколько слов стоит сказать еще о двух небезызвестных личностях, которые задолго до Воронцова были охвачены идеей завоевания Крыма. Это Андрей Лызлов, участник азовских походов Петра I, и Юрий Крыжанич, хорватский пропагандист идеи объединения славян в XVII веке. Воронцов был хорошо знаком с трудами этих авторов «Скифская история» и «Политика», на основе которых, вероятно, и составил свои знаменитые записки. Проект не спас предприимчивого графа от ссылки, но был внимательно изучен самой императрицей. Екатерина хорошо понимала, что сейчас, в начале ее еще шаткого царствования, совершить блицкриг на Крымское ханство было невозможно. Нужно было время и причины. Спустя год, в октябре 1763 года, в Польше скончался король Август III. За годы его правления Польша не стала сильным государством с мощной армией, которая могла бы противостоять вмешательствам извне. Воспользовавшись этим обстоятельством,
Россия, преследуя свои корыстные цели прибрать к рукам новые земли на Западе, незамедлительно внедряется в польские дела на правах союзницы и покровительницы православия. С помощью подкупа части шляхетского сейма она выдвинула на польский престол свою кандидатуру. Им оказался фаворит Екатерины II Станислав Понятовский, в недавнем прошлом секретарь английского посла в России Чарльза Уильямса. Понятовский, сторонник новых реформ, был вынужден подчиняться инструкциям настоящего управляющего делами Польши, князя Репнина, и далее следовать в фарватере русской политики. Это вызвало охлаждение, а затем и ненависть польских патриотов к Понятовскому. Консервативная шляхта, возмущенная пророссийской ориентацией короля, в 1767 году в польском городе Бари объединилась в вооруженный союз, восстав против правительства Понятовского и князя Репнина. В Польшу были спешно введены дополнительные российские войска, и уже в начале марта 1768 года польские патриоты были вынуждены отступить к границам Османской империи. Очень скоро маршалы конфедерации обратились за помощью к османскому султану Мустафе III, который предложил им обосноваться в его владениях, но с ответом о содействии в военных действиях пока медлил. Мустафа III был энергичным и дальновидным политиком. Всеми силами он стремился возродить былую мощь Османской империи. На протяжении своего правления он последовательно избегал войн и стремился укрепить дипломатические отношения с европейскими государствами. В 1761 году султан заключил договор с Пруссией, по которому санкционировал свободное плавание ее торговых судов в османских водах. Таким правом уже не одно десятилетие пользовалась Франция, за которой были официально закреплены привилегии в торговле на Средиземном и Черном море. Этот договор вызвал недовольство России. Императрица Елизавета не первый год добивалась от Порты дарованных европейским державам прав и даже предлагала влиятельным османским сановникам взятку в размере 100 тысяч дукатов. Но все было безуспешно. России, которая стремилась не только выйти в Черное море, но и содержать в Азовской фактории свой военный флот, вежливо отказывали. В начале 60-х годов XVIII столетия отношения Османской империи и Крымского ханства с Россией оставались натянутыми из-за вмешательства последней в дела польского государства. А после начала войны польских конфедератов с русским правительством окончательно разладились. Однако, оказав поддержку польским повстанцам, османский султан не стремился вступать в военные действия с Россией. Порта была еще не готова к войне. 5 марта 1768 года пришло известие о том, что русские войска вторглись в пределы Крымского ханства в районе Едисана. Разорили и сожгли дотла приграничные крымско-татарские города Балту, славившуюся своими базаром, и Дубасары, находившиеся на правом берегу реки Кадымы. После того, как стало известно, что русские вторглись в Крымское ханство, а также учинили кровавую расправу над казаками в Украине, к великому визирю Гамзе-паше был вызван российский посол в Стамбуле Алексей Обрезков, от которого потребовали объяснения действий его государства. По словам посла, русские войска якобы нечаянно перешли границу Крымского ханства, а императрица Екатерина II уверяет султана Мустафу, что не одобряет действий российских войск. Однако султанский диван расценил эти действия как провокация и принял решение начать подготовку к войне. К Османской империи присоединилось Крымское ханство, Франция, Австрия, Англия, Швеция и польские конфедераты. Пруссия пока оставалась нейтральна. 25 сентября 1768 года Османская империя объявила войну России. Российский посол в Стамбуле Алексей Обрезков снова был вызван к великому визирю. На этот раз Гамза-паша от лица султана объявил дипломату ультиматум. Россия должна немедленно вывести свои войска из страны, ей не принадлежащей, Польши, и оставить неприкосновенными ее свободу и независимость,
и далее обязаться не вмешиваться в польские дела, то есть в избрание короля и в уравнении прав православных с католиками, а также возместить ущерб пограничным крымско-татарским городам – Балти и Дубассарам. В противном случае война будет неизбежна. Обрезков был готов к такому исходу и, следуя инструкциям Петербурга, наотрез отказался, чем и подтвердил намерение России вступить в войну с Портой. Русскому послу объявили, что согласно приказу султана он должен быть отведен в Едикуле, семибашенный замок. Едва Европу облетело известие о том, что Османская Порта объявила войну России, тут же из Франции французскому поверенному в Стамбуле Сабатье де Кабри летит следующая инструкция. Король желает, чтобы настоящая война между Россией и Портой длилась достаточно времени для того, чтобы Петербургский двор, униженный или, по крайней мере, истощенный, еще долго не мог и помыслить злоупотребить своим чрезвычайно выгодным положением в окружении слабых государств, дабы угнетать их и через то вмешиваться в общеевропейские дела, как он к тому стремился по окончании двух предыдущих войн. Сам французский король Людовик XV в предписаниях, данных назначенному в Петербург послу барону де Бертей, пишет: «Все, что может ввергнуть ее, Россию, в хаос и заставить вновь погрузиться во тьму, отвечает моим интересам. Более и речи не должно идти об установлении прочных связей с этой империей». Что касается австрийского двора, то императрица Мария Терезия отдала распоряжение своему канцлеру Кауницу заявить русскому послу в Вене графу Голицыну, что Австрия освобождает себя от всякой помощи России, но в то же время заверяет, что будет соблюдать строжайший нейтралитет. О своем нейтралитете сообщил и прусский король Фридрих II. В Петербурге были готовы вступить в войну с Османской империей и Крымским ханством. Однако в планы России не входило, что в самом ханстве произойдут перемены, и вместо мягкого любителя поэзии Максуда Герая хана трон снова займет талантливый военачальник Крым-Герай. Именно этого человека в Петербурге опасались больше всего. Через неделю после объявления войны Мустафа III пригласил Крыма-Герая в Стамбул, чтобы совместно обсудить план военных действий против России. На Большом диване в Стамбуле постановили, что османская армия во главе с новым визирем Халилом Пашой сосредоточит на границе с Польшей 400-тысячную армию, к которой должна была присоединиться армия польских конфедератов. Главный удар предполагалось нанести из района Хатина в сторону Варшавы, а оттуда на Киев и Смоленск. 80-тысячная армия, сосредоточенная на территории Крымского ханства во главе с ее главнокомандующим Крымом-Гераем, получила задание сковать деятельность российских войск в Украине и Новой Сербии. Отвлекающий удар планировалось нанести силами 50-тысячной армии через Северный Кавказ на Астрахань. Крым-Герай-хан изъявил желание направиться в Бендеры и там собрать все крымско-татарское войско для вторжения в Новую Сербию. В конце декабря вместе со своей свитой он отбыл в Буджак. Любимец крымско-татарского народа, крымский хан Крым-Герай, был встречен как национальный герой. Здесь к нему присоединились буджакские, джумбулукские, десантские и едичкульские нагайцы во главе со своими сираскирами, родственниками хана, принцами из рода Гераев. Кроме крымских татар и нагайцев, к хану присоединились черкесы и несколько тысяч некрасовцев, потомков донских казаков-старообрядцев. К персоне Крыма-Герая возрос и дипломатический интерес Франции. В Версале принимают решение направить в ставку хана своего поверенного в делах ханства барона Франсуа де Тота, который в это время находился в Бахчисарае. Узнав, что хан избрал своим опорным пунктом Буджак, французский консул со своей свитой присоединяется к Крыму-Гераю.